Маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Это категории граждан, находящихся в группе риска по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом выпадает на осенне-зимний период. Симптомы известны каждому. Высокая температура тела, озноб, насморк, ломота в теле, слабость, головокружение. При таком состоянии медики не рекомендуют заниматься самолечением, прибегать к народной медицине, ставить себе диагноз по интернету. Лучше обратиться за помощью к профессионалу. Обязательно нужно обратиться либо к участковому педиатру, либо терапевту, либо к инфекционисту, которые назначат адекватное лечение. И у нас многое население любит, как только они простужаются, начинают пить антибиотики. Антибиотики, конечно, должен назначить врач. И в случае необходимости антибиотики мы назначаем только при присоединении бактериальной флоры, а грипп у нас чаще всего это вирусная инфекция. Против ОРВИ антибиотики мало того, что бесполезны, так еще и нормальная микрофлора человека губится, из-за чего снижается иммунитет. Самолечение зачастую приводит к осложнениям в виде пневмонии, синусита или отита. В идеале медики рекомендуют делать прививки, которые ставят заблаговременно с августа по ноябрь. Отмечается, что это помогает человеку переносить заболевание легче или не заразиться им вовсе. А в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом лучше ограничить контакты и не посещать массовые мероприятия. Если избежать посещения мест с массовым пребыванием людей не удается, то лучшее средство защитить себя – маска. Только важно помнить, менять ее необходимо каждые 2 часа. А также важно после посещения массового мероприятия обработать руки антисептиком или помыть их с мылом. Не стоит забывать про социальную дистанцию. Медики настоятельно советуют чаще выходить на свежий воздух, проветривать помещения и обильно пить воду. Между тем, в группе риска и те, кто давал клятву Гиппократа, так как они вынуждены постоянно контактировать с заболевшими людьми и лечить их. Врач-инфекционист Радима Парчиева дает рекомендации не только как медработник, но и как мама 3 детей. Витамин D3, естественно, ежедневно, на обязательной основе мои дети принимают каждое утро во время завтрака по необходимой дозировке. Но я думаю, что это, в принципе, делают все мамочки. Детей, они любят гулять. В такую погоду вообще это благодать, можно выйти погулять. И даже если холодно, идет снег, это не значит, что нужно запираться, сидеть дома. Наоборот, нужно час-два провести на свежем воздухе, вне зависимости от возраста ребенка. Гостья из Башкортостана Гульниса Муртазина приехала в Ингушетию к своей крошечной внучке Камиле. Бабушка с огромным удовольствием прогуливается со спящей в коляске 10-месячной малышкой, понимая, как это полезно для них обеих. Считает, что физическая активность на свежем воздухе – залог здоровья. Естественно, в первую очередь закаливание. Мы гуляем каждый день по несколько часов. Внучка посещает бассейн для маленьких детей, записались. И мои дети, сын и сноха, они спортом занимаются, каждый день пробежка у них. И я, естественно, тоже гуляю. 68-летняя Мака Курейшевна тоже часто прогуливается на свежем воздухе с внучкой. Без острой нужды в места, где находится много людей, не выходят. Однако сейчас пришлось сходить на перевязку после операции у пожилой женщины. Хронические заболевания заставляют бабушку беречь себя еще больше, но она не унывает, напротив, бодрится духом и делится своими секретами, как держать иммунитет в тонусе. Постоянно имбирь, лимоном чай пью. Точу называется не знаю, что за варенье. Вареньем чай пью. Стараюсь больше при людях не выходить. Прогулки делаю, когда никого нету на улице, с девчонкой выхожу. В сезон ОРВИ очень важно не только заботиться о себе, но и думать об окружающих. Не стоит водить в садик или школу заболевшего ребенка. Он заразит окружающих детей и, возможно, воспитателей и учителей. При чихании, кашле и недомогании лучше воздержаться от похода на работу, пожалеть коллег. Кроме того, крайне важно работодателям отпускать своих подчиненных на больничный в первые дни острого респираторного заболевания. Вовремя начатое правильное лечение – это возможность не разболеться и не допустить серьезных осложнений. Анастасия Шишина, Сулейман Костоев, МАГАЗ-24.